но и самостоятельно могут организовывать занятия с ребенком в домашних условиях. Успешность домашних занятий зависит не только от наличия нужных пособий и плана работы, согласованных с логопедом. Очень большое значение имеет сама организация занятий. И сегодня я хочу вам предложить простые правила, которые помогут добиться отличного результата. Все занятия, так как мы занимаемся с детьми, все занятия должны строиться по правилам игры, так как в противном случае вы можете наткнуться на упорное нежелание заниматься ребенком. Отправляемся, например, в путешествие с любимым героем или помогаем сказочному персонажу заговорить. Ох уж эта молчаливая Маша из мультика «Маша и медведь». Все молчит и молчит. А давай-ка мы ее разговорим. И ребенку понравится этот прием, так как ребенок любит, когда он учит, а не его учат. Разговаривайте с малышом, повернувшись к нему лицом. Пусть он видит и запоминает движения ваших губ. Говорите просто, четко, внятно, проговаривая каждое слово и фразу. Известно, что дети очень чутки к интонации, поэтому каждое слово, на которое падает логическое ударение, старайтесь произносить как можно более выразительно. Не употребляйте слово неправильно. Поддерживайте все начинания малыша, хвалите его даже при незначительном успехе. И главное, не сюсюкайтесь с ребенком. Объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом. Детям трудно воспринимать слова, оторванные от изображения. Например, при изучении темы фрукты покажите их в натуральном виде или воспользуйтесь муляжами или картинками. Знакомьте ребенка с детской литературой. Старайтесь ежедневно прочитать малышу хоть несколько страниц. Рассмотрите картинки к прочитанному тексту, опишите их, задайте ребенку вопросы по тексту. Для более успешного обучения, более успешных занятий отведите специальное место для проведения занятий, где ребенку будет комфортно и ничего ему не будет мешать. Он не будет отвлекаться на посторонние предметы, и занятия будут у вас намного успешнее проходить. И самое главное, не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует. Все логопедические упражнения можно разделить на 5 больших блоков, каждому из которых нужно уделить внимание и проводить их регулярно. Первое – это пальчиковая гимнастика. Второе – артикуляционная гимнастика, развитие фонематического слуха, дыхательная гимнастика и пополнение словарного запаса. Начинайте занятия с 3-5 минут в день, постепенно увеличивая время. Разбейте блок игр и упражнений на несколько частей. Например, пальчиковую и артикуляционную гимнастику проведите утром. Развитием речи позанимайтесь на прогулке, а развитием фонематического слуха во второй половине дня. В итоге длительность занятий без перерыва не должна превышать 15-20 минут. Позже внимание ребенка рассеется, и он не будет способен воспринимать никакую информацию. Некоторые дети не могут сконцентрироваться и даже на это время, ведь каждый ребенок индивидуален. Если вы увидите, что взгляд вашего ребенка блуждает, что он уже совершенно никак не реагирует на вашу речь, что как бы вы ни старались и не привлекали его внимание знакомыми игровыми моментами, значит занятие необходимо прекратить или прервать на некоторое время. Для достижения результата необходимо заниматься каждый день. Ежедневно проводится пальчиковая гимнастика, которая развивает мелкую моторику. Установлено, что если тесная связь между частью мозга и отвечающей за речь и руками, когда ребенок изучает текст с помощью пальчиков игр, у него развивается внимание, память, быстрота реакции, эмоциональность, пространственное мышление. Помимо этого, развитие мелкой моторики на логопедических занятиях способствует согласованности движения обеих рук. Ребенок как можно больше должен работать своими непослушными пальчиками. Как бы ни казалось вам это утомительным, пусть малыш сам застегивает пуговицы и шнурует ботинки. Причем начинать тренировку можно не только на своей одежде, например, одеть куклу или даже помочь одеться родителям. Пальчиковые игры широко представлены в просторах нашего интернета. Есть пальчиковые игры
в картинках, очень удобные для начала, как раз для работы, для родителей, которые хотят заниматься с ребенком. Они очень удобны, так как есть и рисунок, например, как делать то или иное упражнение, а также и слова. Даже и успешно можно проводить эти занятия так. А есть упражнения, которые в стихах. Тоже ребятам очень нравятся в стихотворной форме эти упражнения. Также не забывайте использовать помощники. Например, использовать карандаши. Можно со словами, а можно просто в стихотворной форме, а можно просто делать какие-либо упражнения. Карандаш лучше бы, если он был с гранями. Это для более лучшего развития. Дальше грецкие орехи, массажные мячики, а также пружинки, шарики, суджок. Очень эффективно, очень хорошо ими заниматься. Они развивают и мелкую моторику, и дети любят с ними заниматься, так как они очень яркие, интересные. Также можно заниматься пластилином, бумагой для оригами. Также помните, что все виды рукоделия, конструирования, лепка, рисование, пальчиковый театр, игры с мелкими предметами – все это поможет речи, а в будущем и письму. Следующий блок – это артикуляционная гимнастика. Очень часто дети, которые плохо говорят для своего возраста, еще и плохо едят. Как правило, для них целая проблема скушать яблоко или морковку, не говоря уже о мясе. Вызвано это слабостью челюстных мышц, а она, в свою очередь, задержит развитие движения артикуляционного аппарата. Поэтому обязательно заставляйте ребенка жевать сухари, целые овощи и фрукты, хлеб с корочкой и мясо. Чтобы развивать мышцы щек и языка, покажите ребенку, как полоскать рот. Научите надувать щеки и удерживайте воздух, перекатывайте его из одной щеки в другую. Обязательно делайте разминку для язычка перед зеркалом. Ребенок должен видеть, что делает язык, где находится, за верхними зубами или за нижними. При этом движение языка доводится до автоматизма. Постоянно занимайтесь с ребенком ежедневно по 5-7 минут. Для домашних заданий лучше всего подобрать комплекс упражнений со стихотворным описанием и картинками. Например, как в данной презентации. Бегемотик рот открыл, подержал, потом закрыл. Подразним у бегемота, подшутить над ним охота. Можно прибавить, допустим, движение руки. С рукой, если мы открываем ротик, и ребенок тоже показывает рукой, как будто у него ротик открыт. Можно делать и обычную гимнастику с описанием. Например, как вот на слайде, упражнение чашечка. Улыбнуться ребенку можно сказать: улыбнись, открой ротик, высунь язык и тяни его к носику. Но старайся, чтобы бока язычка были загнуты в виде чашечки, как будто чай наливаем в чашку. Старайся не придерживать язык нижней губой. Удерживаем язык в таком положении, подсчет. И очень ребенку нравится, когда мы начинаем считать 1, 2, 3, 4, 5. В следующий раз мы считаем уже до 6. Тем самым мы, увеличивая время, и говорим: о, да ты сегодня чемпион. И это очень нравится детям. Но иногда такие упражнения очень скучны. Без сказочного сюжета, допустим, можно сделать то же самое упражнение, но уже рассказав сказку. Допустим, вот сказка о веселом язычке. Жил-был язычок, и у него был дом с большим окном. Открываем широко ротик, окошко – это наш рот. Открываем ротик, дом. Кто хозяин в доме том? В нем хозяин язычок. Он удобно на пол лег. Ребенку объясняем, в каком положении у нас язык, что он за зубами, что он за нижними зубками лежит, что ротик у нас широко открывается. И также у нас рот открыт под счет. Например, 1, 2, 3. Можно простукивать карандашиком, а можно просто отхлопывать в ладоши. Та же сказка у нас идет и к следующему упражнению, которое называется хоботок. Продолжение сказки. Гуляет язычок
по полянке и увидел кого-то с большим длинным носом. Кто же это? А это слон. Давай покажем, какой у слона хобот. И ребенок вытягивает губки, старается показать, как вытягивается хоботок у слоника. Опять же, сомкнутые губы вытягиваем вперед и удерживаем в таком положении. Опять же, подсчет. Потом вернуться в исходное положение. И так можно повторить несколько раз. Продолжаем нашу сказку. Посмотрел язычок по сторонам и увидел, что ребята играют в футбол. И захотелось присоединиться. Давай мы с тобой вместе поиграем в футбол. И также следующее упражнение. Рот закрываем, кончик языка напрягаем и упираемся то в одну щечку, то в другую. Как будто бы загоняем мяч в ворота. А потом ребята решили устроить соревнование. Продолжаем упражнение. Кто дальше загонит мяч? И мы уже не просто делаем артикуляционную гимнастику, а мы уже проводим дыхательную гимнастику. Берем ватку и, вдыхая через нос, выдыхаем через рот, выдыхаем на ватку. И смотрим, у кого дальше улетит эта ватка. Или можно поставить даже воротики. Кто попадет в эти воротики? Но главное следить, чтобы щеки не надувались. Следующий раздел – это игры на развитие фонематического слуха. Это тоже очень важный раздел. Если у ребенка фонематический слух не развит, то он не будет слышать звуки, фонемы родного языка, и опять же он не будет в последующем не будет правильно писать. Игры на звукоподражание и развитие слуха, они необходимы для правильного восприятия речи. И чтобы улучшить фонематический слух, можно выбрать несколько предметов. Вот, например, на слайде представлены все предметы, которые у нас есть дома. Это и стакан с ложечкой, и связка ключей, и листок бумаги, ножницы. Сначала ребенку мы должны показать, дать послушать, как звучит каждый предмет, а потом уже завязать ему глаза, или пусть он отвернется, и выбрать, или спрятать за спиной этот предмет, и им, например, позвенеть, пошуршать бумагой, постучать ложечкой о стакан. А ребенок должен угадать, какой звук он услышал, какого предмета. Также можно поиграть в жмурки, тоже очень хорошо развивает фонематический слух. Угадываем с закрытыми глазами, в каком месте комнаты звенит колокольчик в руках у взрослого. Тоже очень весело и интересно. Можно пропеть песенки, под которые нужно совершать какие-то движения. Для детей 5-7 лет существует большое количество специальных упражнений, помогающих развивать фонематический слух. Они более сложные, а они уже подготавливают ребенка к школе. И к ним можно отнести, например, вот такие. Подбор слов, начинающихся или заканчивающихся на заданный звук. Например, назови слова, с которых начинаются на звук А. И ребенок должен назвать. Например, аист, астра. А потом можно поменять звук. Или вы произносите слово, допустим, рыбка, а он пусть называет первый звук. Можно поменять. А какой же последний будет звук? И ребенок отвечает. С такими словами можно играть ведь и по дороге домой, и когда вы дома сидите, или когда идете на прогулку. Произносите слова четко, выделяя голосом трудные для малыша звуки. Следующее упражнение. Подсчет звуков в слове. Сколько звуков в слове дом? Каждый звук мы произносим утрированно. Дом. Ребенок должен послушать и посчитать, сколько же звуков. Потом можно предложить более сложное слово, более длинное. Пока только если начинаете, то значит пока такие слова коротенькие, где можно четко произносить звуки. Определение слоговой структуры. Это сколько слогов в слове. Например, слово «дорога» можно произнести по слогам «дорога», а можно с ребенком вместе прохлопать «дорога». Ребенок
прохлопает и заодно посчитает, сколько же в нем слогов. И он ответит, что 3 слога. Можно также увеличивать слова с набором слогов. Уже будет больше, и тогда и сложнее. Следующее. Придумаем рифмы и короткие стихи на определенный звук. Например, мы прорабатываем звук «ш» и проговариваем чистоговорочку. Сочетание шу-шу-шу. Я письмо пишу. Шу-шу-шу. Красную шапочку ношу. Вот такие чистоговорки. Они тоже есть. Целые картотеки в интернете, и они очень хорошо отрабатывают и фонематический слух, и в то же время нужный вам звук, с которым вы ребенка познакомили или отрабатываете. Следующий раздел – это дыхательная гимнастика. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют восприятию правильного речевого дыхания, профилактике болезней дыхательных путей. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, препятствует разрастанию аденоидов и предохраняет от переохлаждения. В дошкольном возрасте дыхательным упражнениям необходимо уделять особое внимание. Правильное речевое дыхание – это основа нормального звукопроизношения и речи в целом. Некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха и сильной воздушной струи. Например, упражнение «Греем руки». Вдыхаем через нос и дуем на озябшие руки, плавно выдыхая через рот, как бы согревая ручки. Или шумно прокололи. Сделаем легкий вдох, выдыхая, показать, как медленно выходит воздух через прокол в шине. И в данном случае мы еще и отрабатываем шипящие звуки. Также мы не забываем про предметы. Мы можем сдувать с ладошки перышки, листики, снежинки, надуваем мыльные пузыри и дуем на вертушку. Но во всех случаях следим за правильностью выполнения. Щеки не раздуваем, вдыхаем через нос и выдыхаем через рот. Следующий раздел – это пополнение словарного запаса. Чтобы развитие речи проходило гармонично и активно, следует заботиться о постоянном изучении новых слов. Для этого малышу стоит читать вслух детские книжки, стихи и сказки. При этом речь родителей должна быть правильной. Упрощенные слова используем только лишь для обращения с младенцем первого года жизни или во время занятий с 2-3-летним ребенком, если он вообще не разговаривает. Если сын или дочка картавят, шепеляют или пропускают какие-то буквы, копировать такую речь в разговоре с малышом нельзя. С крохой нужно разговаривать много, поощрять попытки ребенка повторять сказанное вами. Предлагайте ребенку дополнять ваши предложения, например, подбирать слова для описания предметов и явлений, которые видит ребенок. Это может быть и ручка, автомобиль, дерево, какое-то животное или товар в магазине. Потренируйтесь в составлении уменьшительных слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Например, я называю большой предмет, а вы называете маленький. Например, допустим, мы с детьми у меня в кабинете говорю: я великан, а вы гномики. У великана все большое, а у гномика все маленькое. Например, у меня дом, а у гномика, и дети должны ответить в слово с уменьшительно-ласкательным суффиксом домик. Например, у меня стол, а у ребенка столик. И мяч – мячик. Дальше идем. Называем животное, изучаем. И изучая животных, мы называем и детенышей их. Например, у кошки – котенок, у лошади – жеребенок, у зайчихи – зайчонок. Но можно и усложнить это задание. И у кошки у нее бывает и один детеныш, и бывает и много детенышей. И тогда получается, если у свиньи один поросенок, то когда их много, как мы можем сказать? Поросята. Если у лисы один лисенок, а когда их много, как мы говорим? Лисята. Также и с остальными, с другими словами. Также учитесь образовывать прилагательные от существительных. Например, слово «дерево».
Из дерева можно сделать разные предметы. Получается, у нас деревянная машина. Машина какая? Деревянная. Ведро какое? Деревянное. Дом какой? Деревянный. А кубики какие? Деревянные. И мы детям в данном случае должны четко проговариваем окончание прилагательных. Для таких упражнений стоит подобрать подходящие картинки, которые помогут ребенку быстро сообразить, что от него требуется. Вот, например, следующий слайд, это, например, зима. Зимние сапоги, зимняя шапка, зимнее пальто. Уже идет изменение слова по родам. Отлично стимулирует речь и скороговорки. Это небольшие стишки на 1-2 строчки, в которых повторяются определенные сочетания звуков. Их проговаривание способствует улучшению дикции, совершенствованию речевого слуха и развитию грамотной и четкой речи. Такие скороговорки представлены в большом количестве в специальной детской литературе, а также в интернете. Начинать их изучение надо с небольших стихотворений. Например, мышка сушек насушила, мышек пригласила. Мышки сушки кушать стали, мышки зубки сломали. Здесь идет отработка у нас звука, шипящего звука. Ш. И отрабатываем звук, и в то же время улучшаем, развиваем словарный запас. Так, обогащаем. В 6-7 лет показывайте ребенку картинки и предлагайте придумать к ним истории. Интересным вариантом будет также прослушивание какой-то мелодии. А может быть, даже вы будете прослушивать, показывать картинку и в то же время включите музыку. И будете смотреть на картину или какую-то репродукцию, слушайте музыку, а потом с ребенком обговорите, что вы видели, что вы представили, если вы прослушали просто музыку. Как можно больше, пускай ребенок говорит, что он представил, что он нафантазировал. И если смотрели на картину, посмотрите, какое время года изображено, кто нарисован на картине, чем занимаются дети. Все это можно обговорить. Очень интересным вариантом. Вот так. Ежедневно учите новые стихи и обсуждайте их смысл. Так, проговаривание, опять же, вернемся к чистоговоркам. В этом случае в случае проблем с отдельными звуками уделите внимание играм на их распознавание. Например, са, вот лиса. Су, я боюсь лису. Также дети могут на определенный данный слог сами составить какую-нибудь чистоговорку, придумать. Придумайте короткие ритмичные распевки со слогами. Еще раз повторюсь, что больше надо детям читать. Читайте, читайте и читайте. Читайте короткие стихотворения, сказки, рассказы. Можно перечитывать произведения несколько раз, так как ребенок лучше усваивает текст, который слышал уже не единожды. По возможности лучше разыгрывать рассказы, стихотворения, читать по ролям, выполнять действия с предметами. Пусть ребенок помогает вам, играет, трогает, задействует игрушки. А после того, как малыш почувствует ритм стихотворения, можно попробовать не договаривать последнее слово, а вспомнить его. Чтобы ребенок быстро осваивал ритм какого-нибудь стихотворения, можно как можно чаще петь с ним простые и ритмичные песенки. И главный совет, который я хочу вам дать. Только вы и ваша вера в силу и способность ребенка помогут ему гармонично развиваться. Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще хвалите своего малыша. Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и у вас все получится. Желаю вам успехов на занятиях и радости в общении с вашим ребенком.